Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске грузовик сбил пешехода. Жертву наезда госпитализировала бригада скорой помощи. Водитель рассказал полицейским, что он заранее увидел, что на обочине стоят двое выпивших мужчин. Он сбросил скорость, но метров за 10 один из пешеходов решил перебежать дорогу. Водитель не успел уйти от столкновения и зацепил его бампером. Выяснилось, что потерпевший 71-го года рождения, без определенного места жительства, временно не работающий. Оказалось, что это была подготовленная акция. Как водителю рассказал друг попавшего под колеса пешехода, тот специально выбежал на проезжую часть, так как хотел попасть в больницу. В Сунтарском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый 18-летний местный житель. Все началось с того, что в кассе одной из организаций обнаружили билет банка приколов. Выяснилось, что ею расплатился подросток, но и он оказался ни при чем. Оказалось, что мать этого юноши в тот день вручила свою банковскую карту 18-летнему подозреваемому с просьбой обналичить 5000 рублей и с половиной этой суммы оплатить услуги в организации. Молодой человек обналичил их, но дальше решил поступить по-своему. Он подменил настоящую купюру на билет банка из банка приколов и отдал подростку. Юноша не обратил внимания на купюру. То же самое сделал и работник, принявший вместо настоящих денег билет банка приколов, при этом еще и выдав клиенту сдачу. В Нерюнгри раскрыта кража в общежитии. Неизвестные похитили из комнаты местного жителя имущество на более чем 32 тысячи рублей. Вором оказался 30-летний безработный житель того же общежития. Мужчина уже признал свою вину. С его слов, в тот день он ходил по общежитию в поисках сигарет. Проходя мимо комнаты потерпевшего, он дернул за ручку двери и увидел, что она не заперта. Войдя внутрь, он обнаружил спящего хозяина. Пытался разбудить его, но тот не отреагировал. Тогда, увидев лежавший на столе сотовый телефон и ноутбук, решил прихватить их с собой. В Якутии раскрыли кражу телефонов на сумму свыше 800 тысяч рублей. Со склада магазина украли 9 айфонов. Следователи выяснили, что вор – 23-летний менеджер торгового предприятия. Он имел свободный доступ на склад. Время от времени он крал телефоны, а затем их продавал. Все айфоны он продал по цене намного ниже установленной и выручил за них в общей сложности 200 тысяч рублей. В Тампонском районе осудили 39-летнего водителя за использование поддельных документов. Во время проверки подлинность документа вызвала сомнения у сотрудников правопорядка. Их подозрения полностью подтвердились результатами экспертизы. Выяснилось, что нарушитель приобрел поддельное свидетельство за 16 тысяч рублей в Якутске. По приговору суда осужденному надлежит выплатить денежный штраф и возместить все судебные издержки. За 2018 год на территории Якутии произошло 3 ДТП с участием автотранспорта, перевозящего опасные грузы. В результате один водитель погиб, 2 ранены. Землетрясение произошло в среду в северной части Амурской области на границе с Якутией. Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, сейсмическое событие магнитудой 3 зафиксировано в Якутии на границе с Тындинским районом. По сообщениям глав поселков Юктали, Уснюкша, Алекма, ближайших к эпицентру населенных пунктов, подземные толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. 8 человек погибли в нелегальной шахте в Перу. По данным прессы, они задохнулись. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Никита Конев. 8 человек задохнулись на незаконном золотом руднике на севере Перу после того, как тоннель, который они рыли, начал заполняться ядовитым газом. Об этом пишет местная пресса. По словам единственного выжившего, рабочие почувствовали головокружение и головную боль. Мужчина смог выбраться, но его брат и коллеги остались под землей. До сих пор неизвестно, кто владел шахтой. Чтобы достичь результатов и добиться справедливости, нам нужна поддержка родственников жертв. Они должны рассказать, на кого работали погибшие. Во-вторых, необходимо провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти. В Перу работают несколько нелегальных рудников, и в них нередко происходят несчастные случаи. Владельцы не беспокоятся ни о безопасности, ни о правах шахтеров. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.